Новый Афон всегда привлекал туристов со всего мира. В курортный сезон одним из самых посещаемых объектов в республике становится знаменитая на весь мир Новоафонская пещера. Со дня ее открытия прошло немалых 40 лет. За эти годы пещерный комплекс посетили сотни тысяч людей. Очередь у кассы и билеты в руках. Ну а дальше прямая дорога в неизведанный подземный мир. Попасть в этот мир можно на недавно приобретенном комфортабельном электропоезде. Также более месяца назад здесь появилась совершенно новая и уникальная техника. Теперь попасть в эту пещеру можно только через эти проходы. Человек подходит в кассу непосредственно и приобретает билет. Билет прямо на месте печатается, выдается определенное время и штрих-код. По этому штрих-коду человек подходит и подносит его сюда. Вот здесь загораются зеленые лампочки, он проходит. Сейчас это просто старый билет. Все оборудование новое, как бы было привезено с Питера. Приезжали сами установщики, устанавливали все. Ну, как бы для нас это все новое, не только для нас и вообще для республики, потому что аналога как бы в Абхазии пока нет. Вся система налаживается потихоньку и надеемся, что к началу сезона все будет работать так, как нужно. Перед началом летнего сезона каждый год в пещере проводят профилактические работы. Проверяют все, от дорожек, по которым ходят туристы, до состояния электропоезда. Несколько лет назад было заменено освещение. Прежние лампы нагревали воздух, из-за чего могли погибнуть различные организмы, живущие в пещере. В этом году дирекция планирует установить камеры видеонаблюдения в самой пещере. В зимний период пещера работает всего несколько раз в неделю с 10 часов утра. В этом году до начала летнего сезона туристический объект уже посетили более 20 тысяч человек. В майские праздники пещера будет работать каждый день, без выходных. Пещера будет работать, как обычно, в мае мы делаем изменения в графике. Работать начинаем с 1 мая по 10-11, там будет видно по ситуации, как бы каждый день, чтобы ни один турист не получилось так, чтобы не смог посетить пещеру вот в эти выходные праздничные дни. Будем делать максимально все, чтобы им было комфортно здесь отдохнуть, увидеть нашу пещеру, порадоваться увиденному. Впереди у руководства пещеры большие планы. Необходимо провести ремонт внутри административного здания, перестроить продовольственный рынок, который находится перед пещерой, решить проблемы с парковкой. Поставили перед собой задачи, которые на самом деле будут отражаться на экологическом состоянии пещеры. Это первым долгом. Мы будем устанавливать оборудование. Облагораживанию ситуации у нас идет замена перил внутри пещеры. Это около 1500 метров, даже больше там получается. У нас производится замена шпал, постоянный уход за железнодорожным полотном, за поездом. Работы у нас очень серьезные, большие, то есть одним днем, который невозможно провести. Тут же мы хотим сейчас облагородить территорию вокруг пещеры. До начала летнего сезона осталось совсем немного времени. Этот уникальный по своей природе объект готов принимать и радовать туристов со всего мира. И каждому, кто побывал здесь хоть раз, хочется возвращаться сюда вновь и вновь. Сарья Смырас, Тамур Гожба, Абхазское телевидение.